Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы продолжаем разговор о репродуктивном здоровье девочек-подростков. И в частности, речь пойдет о заболеваниях, передающихся половым путем, так как эти заболевания оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь женщины. Интимная жизнь может быть и прекрасной, и уродливой. Она может сделать человека счастливым и несчастным. А уж если возникли какие-то неприятности в этой сфере у девочки-подростка, то это и вовсе может привести к трагедии. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, что же такое заболевание, передающееся половым путем? Инфекции или заболевания, передающиеся половым путем, включают в себя более 30 видов различных заболеваний. Условно их можно подразделить на 4 группы. Первая группа – это классические венерические заболевания, куда относятся гонорея, сифилис, мягкий шанкар, трихомониаз. Вторая группа – это инфекции, передающиеся половым путем, куда относятся гонококковый уретрит, хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз. Третья группа – это группа заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, но имеющие другие органы мишени. Это гепатиты группы В, С, Д, цитомегаловирусная инфекция, синдром приобретенного иммунодефицита. Четвертая группа заболеваний – это болезни кожи, передающиеся половым путем. Лобковый педикулез, чесотка, контагиозный моллюск. Каковы же самые распространенные возбудители данных инфекций? Возбудителями инфекций, передающимися половым путем, являются бактерии, бледная спирохета, уреоплазмы, хламидии, микоплазмы, гонококки, вирусы, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирус иммунодефицита человека, простейшие микроорганизмы, трихомонады, грибы рода кандида и паразиты, вши и чесотка. Какие пути передачи данных инфекций существуют? Источником заболевания является больной человек. Инкубационный период при заболевании может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Существует несколько путей передачи инфекций, передающихся половым путем. Первый путь, наиболее распространенный, это половой путь передачи. Достаточно одного полового контакта для того, чтобы произошло заражение инфекцией. Второй путь передачи – это вертикальный путь передачи, когда больная мама заражает своего ребенка внутриутробно. Третий путь передачи – это контактно-бытовой путь. Заражение происходит при использовании чужой мочалкой, зубной щеткой и другими предметами личной гигиены. И четвертый путь передачи – это передача через кровь и ее компоненты. По каким признакам девушка-подросток может судить о заражении? Микроорганизмы, вызывающие инфекции, передающиеся половым путем, проникают в организм, повреждая слизистую оболочку мочеиспускательного канала, слизистую оболочку полости матки, цервикального канала. Вследствие этого начинается воспалительный процесс, основными симптомами которого является то, что основными жалобами будут дискомфорт при мочеиспускании, появление выделений, часто с неприятным запахом, появление различных высыпаний, таких как пузырьки, появление гиперемии, зуд. Очень часто эти инфекции могут протекать бессимптомно. Это наиболее опасное течение данного заболевания, когда обнаруживается инфекция совершенно случайно при обследовании по поводу других заболеваний, например, заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы. Не зря некоторые заболевания, передающиеся половым путем, называют ласковыми убийцами. Сюда относятся хламидиоз, гепатиты группы В и С.
По проведенным исследованиям доказано, что большое количество наших замерших беременностей, выкидышей, которые происходят на маленьком сроке, так и на большом сроке, связано прежде всего, что у женщины бывает бессимптомное течение хламидийной инфекции. Еще одна очень опасная инфекция, которая сейчас путешествует у нас по России и по всему миру, это папилломавирусная инфекция. Известно более 100 видов возбудителя папилломавирусной инфекции. Для нас имеет значение 40 из них. Известны сведения о роли папилломавирусной инфекции в развитии рака шейки матки у женщины. Заболевание может проявлять себя через несколько лет после заражения. Какие методы диагностики данных инфекций существуют? Существует много методов диагностики инфекций, передавающихся половым путем. Причем с каждым годом этих методов становится все больше и больше. Инфекции, передающиеся половым путем, диагностируются прежде всего на основании анамнестических данных, клиники и жалоб женщин. Диагностируется инфекция от банальных методов взятия мазка на степень чистоты и исследования его путем микроскопии, посева на микробы и чувствительность их к антибиотикам, до наиболее продвинутых последних методов диагностики – это реакция ПЦР, когда выявляется непосредственно сам возбудитель в организме больной. А излечимы ли инфекции, передающиеся половым путем? Большинство заболеваний, передающихся половым путем, излечимы. Но существуют некоторые заболевания, которые остаются в организме пожизненно. Это синдром приобретенного иммунодефицита. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением, ставить самим себе диагнозы. При появлении любых симптомов, которые вас беспокоят, лучше обратиться на прием к специалисту. Каким последствиям в плане дальнейшей семейной жизни могут привести данные инфекции? Инфекции, передающиеся половым путем, ведут к последствиям, которые возникнут в жизни девочки, будущей женщины, уже в более взрослом возрасте. После того, как она выйдет замуж, и перед ней станет вопрос о наступлении беременности и рождении здоровых детей. И может привести это к хроническим воспалительным заболеваниям со стороны женских половых органов, нарушению менструального цикла, появлению хронических болей тазовых, проблемы во время беременности, такие как невынашивание, угроза выкидыша, внутриутробное инфицирование ребенка. И самое страшное из них – это бесплодие, когда женщина не сможет сама забеременеть и родить ребенка. Кроме того, увеличивается и риск развития рака шейки матки. Каковы меры профилактики данных инфекций? Какие же существуют меры профилактики инфекций, передающихся половым путем? На первом месте стоит прежде всего это соблюдение правил личной гигиены. То есть должно быть личное полотенце, личная мочалка, личная зубная щетка. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими предметами. На втором месте это прежде всего использование средств контрацепции, средств барьерной контрацепции – это презерватив. Конечно, даже презерватив не предохраняет на 100% от инфекций, передающихся половым путем. Поэтому лучше избегать беспорядочных половых связей. Использование местных бактерицидных средств, своевременное посещение врача-гинеколога и уролога и проведение вакцинации. У нас существует вакцина против гепатита В, которая входит в календарь прививок, и ребенку в первые сутки после рождения делается она уже в роддоме. Кроме того, желательно девочкам в возрасте 13-15 лет до начала половой жизни провести вакцинацию против папилломавирусной инфекции, особенно если в семье имеются случаи заболевания раком шейки матки. А куда обратиться девушке-подростку, если у нее возникли какие-то проблемы?
При появлении жалоб девочка-подросток должна обращаться на прием к гинекологу в детскую консультацию. До 15 лет прием проводится в сопровождении законных представителей. Это родители или опекуны. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.